у меня возникло очень много вопросов. Даже не вопросов, а сомнений. И причем они касались именно поступков пророка. Почему? Потому что некоторые поступки мне показались тогда сомнительными. Да? То есть их вообще было много, я там много спорных моментов могу поднять, да? Но самые сомнительные из них оказались это, ну вот вы все знаете, да, наслышали о них, о том, что как пророк женился на малолетней девочке, да, Айше, ей было 6 лет, когда она вышла за него замуж, и 9 лет, когда она начала делить с ним ложе. Я тоже разбирал этот вопрос, и могу сказать, что даже для того времени это на самом деле был из ряда выходящий факт. То есть в любом случае она была еще слишком мала для того, чтобы вести супружескую жизнь, да. Второй яркий момент был, это как вот описывалось, когда Мухаммед соблазнился невестой своего приемного сына, и как он потом на ней женился. Да, там тоже очень такие некрасивые моменты были. Даже появилась по этому поводу отдельная сура, да, в Коране, чтобы объяснить этот поступок пророка. Также очень такой спорный, вызывающий момент был для меня, это то, что многие, скажем так, религиозные люди, да, они такую вещь, они даже, наверное, не слышали, да, но историки очень хорошо ее описали. В общем, у пророка был личный писарь, который после вот этих всех откровений, да, которые находили на пророка, да, он их сразу после этого по горячую руку записывал. И вот когда они находились в Медине, когда они находились в Апале, этот писарь взял и сбежал от пророка в Мекку. И там во всеуслышание заявил о том, что пророк на самом деле безграмотный, то есть он не умеет ни читать, ни писать. И все вот эти вот рифмы, да, то есть они все суры, все стихи Корана, они были именно такие в стихотворной форме же, да. Он говорил, это моя заслуга, это я рифмовал. То есть пророк в первый момент после того, как приходили откровения, он долгое время приходил в себя, то есть он их как бы продиктовывал писарю, а потом как бы долго приходил в себя. За это время он накидывал эти наброски и делал к ним, скажем, рифму. То есть он считал, что достояние вот этих сур, то, что они так красиво прорифмованы, это его достояние. И это был тоже действительно большой скандал. Об этом мало рассказывается в мусульманском мире, но такой скандал был. И самый такой для меня запоминающийся момент был, это вы, наверное, тоже религиозные люди, наверное, мало знают, да, что когда пророк со своего ума находился в Медине, произошел раскол на мусульман, лже-мусульман. Ну, это такие же мусульмане, как просто у них были свои лидеры. Потом, когда было нападение мекканцев, и они потом все-таки отбились, в это время параллельно произошел бунт. И этот бунт был жестоко подавлен. И вот там была такая ситуация, что с разрешения пророка этих бунтовщиков заживо закопали. То есть это было почти 600 человек. То есть это на самом деле была страшная казнь, да, то есть мы помним, да, что немцы тоже во время Великой Отечественной такой часто устраивали такую казнь, заживо закапывали. Это на самом деле страшная казнь. Почему? Потому что люди сразу не умирают, потому что еще долгое время там из-под земли доносятся звуки. И вот для меня тоже было шоком узнать о том, что в принципе все это происходило на глазах и с одобрения пророка.